Опа. Есть натяжка, есть. Натяжка есть, а мы без крючка. Первая палка. Сразу же натяжка. Опа. Что-то есть хороший. Вот он. Всем большой привет, друзья! 28 ноября на календаре. Вчера был выходной, связанный опять же с теплой погодой, с плюсовой температурой, с дождем. На опасный тонкий лед Печоры в такую погоду лучше не ходить. Вчера отдохнули, смонтировали 2 ролика, загрузили, в общем, занимались делами на канале. А сегодня вот такая вот красивая зимняя картина. Небольшой -1, но это минус. Небольшой снежок, но это снег, а не дождь, как вчера поливал. Страшный гололед вчера был. На машине еще можно как-то ездить, пешком ходить было вообще невозможно. Вот такая прекрасная, теплая, говорю, спокойная зимняя погода. Нормально, вообще красота. Люблю вот такую погоду. -1, да, это для льда недостаточно, но для рыбалки самое то. Так что, друзья, едем на проверку наших палок. Я так думаю, за 2 дня что-то там зацепилось. Взял сегодня маленькие протольнички, взял червей. Будем пробовать, будем экспериментировать, будем рыбачить. Вот такое состояние реки у нас. Печора, как мы видим, до сих пор еще открыта. Не думает вставать под лед. Ну куда такая температура? -1, -2. Просмотрел прогноз. Еще вся неделя такая будет. Ну хоть не плюс, и то хорошо. Дай бог, хоть вот это то, что сковало, уже не уйдет. Пласты. А так если сесть в лодку, можно спокойно переплыть на тот берег. Вон все, местами открыто. И там дальше до конца, до нижних поселков все открыто. Но местечко у нас есть, где мы поставили палки. Значит, пока лед не уплыл, будем рыбачить. Поехали, проверим. Посмотрим. 2 дня не проверяли. Я так думаю, будет сегодня у нас налим. Обязательно будет. Так, ну вода немножко, но все-таки прибыло где-то сантиметра 3, наверное, судя по палкам. Но толком не замерзает. Вот если сейчас наступить, оно провалится. Так. Надеюсь, основной лед немного подстыл. Попробуем без палки пройтись. Снегом припорошило. Лунка не замерзшая вообще. Основной лед вроде бы немножко замерз. Так что все передвижения только по своим тропкам. Никаких шаг влево, шаг вправо. Вот здесь вот помню, что черное место было. Там вот черное, сюда лучше не наступать. Проходим. Так. А что проходим? Давай отсюда и начнем с первой палки проверять сегодня живцы. Взял свеженьких с запаса. С первой палки начнем. Что ходить туда-сюда? Сейчас почищу лунки и прямо отсюда и начнем. Ну что, почистили луночки с первого ряда. Пошла проверочка. Так. Опа. Есть натяжка, есть. Натяжка есть, а мы без крючка.
А мы без крючка. Первая палка. Сразу же натяжка. Опа. Что-то есть хороший. Вот он. Енскадан. Вот он. Вот он, Енскадан. На налимчика. Я же, помните, вам говорил, все крупные налимы попадают на мелких налимчиков, как правило. Вот, и на этот раз. Вот он, маленький налимчик. И вот он, крупнячок, возле самого берега. Так что там все, нету больше. Крупный налим плавает, бывает и возле берега. Вот это удача, Енскадан. Я счастлив. Первый налим килограмма на 3 как минимум. Трешечка железно. Вот такой вот красавчик, Енскадан. Трешечка. О, заглотил своего маленького налимчика. И он на льду. Я же говорю, я чувствую, такое было, что сегодня налим будет. Енскадан. Начало есть. Первая палка и сразу крупнячок. Ну теперь с прекрасным настроением и с огромной надеждой будем проверять остальные палки. В прошлый раз была неудачная проверка. Один язык всего. Ну, без труда не вынуть рыбку из пруда. Потрудились. И вот он, результат. Начало есть. Пошла зимняя рыбалочка на налима. Пошла, Енскадан. Так, давайте пока в перчатках сначала все проверим тогда. А потом уже будем наживлять. Здесь походу пусто. Ну, что-то нет, пусто. Пусто, но живцов кто-то почикал. Так. Смотрим здесь. Так. Тоже пусто. Да даже хоть сейчас все будет пустое. Все будет, если пустое. Все равно уже здорово. На первом красавчик попал, уже хорошо. Здесь пусто и крючки, видите, да? Крючки тоже пустые, кто-то мальков пошибал. Так, здесь небольшая натяжечка есть. А нет, показалось. А может и не показалось. Два крючка вон пустые. Тоже пусто. Вот тенати. Первая палка с наливом, остальные все пустые. Чудеса. Не, все равно что-нибудь да поймаем еще мы. Язя должны поймать еще. Здесь пусто, тоже никого. Язечка мы еще поймать должны. И налимчика еще одного. На пару. А что он? Одному ему скучно будет лежать в корыте-то. Ух ты, сколько грязи плывет. Что тут? Тоже никого. Ну вот, возле самого берега был налим.
Это потому что на маленького монолимчика. Опа, здесь что-то есть. Что-то есть на последнем. А, блин. Здесь же банка у нас. Твою мать. Сердце ёкнуло. Сердце ёкнуло, блин. У нас же баночка здесь. Пустая. Ну пока все. Пойдем второй ряд. Вчера вот, позавчера вернее, поставили здесь возле полыни. Еще добавили. Пойдем. Ставил под ледобур. Сейчас буду отдалбливать и проверять. Как мы видим, вон наша полыня немножко затянулась, но еще открытая. И вот вся река. Вся река открыта. Так. Продалбливаем и проверяем. Готово. Ну что, берем крючок и проверяем. 6 палочек на новом месте. Опа, что-то вроде бы есть. Что-то вроде бы дернуло. Нет, показалось. Блин. А поднял так. О, ручейник. Не ручейник, а как ее. Веснянка, не веснянка. Ну, букашка, короче. Блин, поднял, как будто тух. Был тычок такой. Может, что-то и было. Может, течением. Течение. Здесь чуть поглубже, чуть-чуть. Никого. Что-то не густо. Что-то не густо. Так, здесь что-то у нас есть. Что-то у нас здесь есть. Небольшое. Маленький налимчик вот такой. Пойдет для живца. 100%. Сами все видели сегодня, что крупный налим ловится на мелкого. Так что мелкий налим это тоже хорошо, если попадает. Это лучшая наживка на трофейного крупного налима. Здесь никого. Здесь тоже никого. Ну давай на последнем хотя бы. На последнем крючке налим. На-на-на-на-на-на. Большой. Опа. Что-то есть, что-то дергает. Язь. Язь. Вот он. Я его уже издалека почувствовал, красавца. Вот он. Чуть-чуть не угадал. Говорю, на последнем крючке налим. А это, оказывается, язь. Хороший язь. Средненький такой. Кстати, насчет язей. С прошлого улова, то, что я домой принес язей, 3 штуки было. 4 язя было. Нет, да. 3 первая проверка, 1 вторая проверка. С 4 язей Валентина отрезала ребрышки, мякоть на фарш, на котлеты отложили. А с ребрышки пожарила в кляре. Вчера за ужином поели. Вот такая вещь крутая, блин. Вообще вкусняшка. И не скажешь, что это язь, как, ну не знаю чего, блин. Ни костей мелких тебе, ничего. С удовольствием покушал. Вот так вот. Она вырезает вот так вот. Тык-тык-тык-тык-тык до позвоночника. Голову, хвосты собакам. Мякоть на котлеты. Ребра на жарку. И все хорошо. С ведра язей можно намутить пакетиков 5-6, наверное, полуфабрикатов на жарку. И также на 2-3
порции котлет 100%. Так что язь отличная рыба, хорошая, и нечего на него ругаться. Дай бог, пусть больше попадает. Так, ну что, пойдем проверим нижний ряд. Так, приготовили к проверке нижний ряд. Находимся рядом с полыней. Вот тут все вот открыто, но она потихонечку стягивается. Там вот даже перешеек образовался. Если будет даже такая температура минус 2, минус 3, потихоньку она будет стягиваться и покроется тонкой коркой льда. Потом, если снегом это завалит, вот это будет натуральный капкан. Но мы как бы про нее знаем и туда ходить не будем. Приступаем к проверке нижнего ряда. Начало уже темнеть. Зимний день короткий у нас, очень-очень. Так, тут что? Тут ничего. Очень-очень короткий. Течение здесь, конечно, мощное. Здесь что? Здесь тоже ничего. У меня еще есть в резерве 6 палок на новом месте. Пошел вдоль берега. Знаю, там местечко одно глубже есть. И опа, здесь что-то есть. Опа, уже нету. А был. 100%, друзья, был. Натяжка была и сошло что-то. Ясь, скорее всего, это был. Ну, такой. С килограммчик, наверное. Не договорил. И ну, поглубже, чем здесь там местечко. И возле берега поставил пробные 6 палок. Но это далеко отсюда. Так что мы сейчас это все проверим. Наживим свежими живчиками. И уже там пока дотопаем до туда, пока дойдем, уже будет темно. Проверим под фонариком. Так что 2 палки у нас осталось. Опа. Так. Опа. Что это? Блин. Что было-то это? Ну вот это реально сход. Натяжка была мощная такая. Блин, аж голос задрожал. Блин, что такое? Второй сход уже. Тут точно налим был. Это не язь. Килограмма 3-4 такая натяжка была. Ну, последняя палка. Давай хоть здесь что-нибудь. Не, пусто. Блин, до берега не дошел. А налим, может, возле берега пасется. Тогда здесь было опасно. Посмотрим, может быть, если что, добавлю. Так что проверили первый участок. 1 налим, хороший налим, 1 язь. Наживляем и топаем на другой участок, который более-менее глубокий. И там у нас проверочных 6 палок. Посмотрим. А дальше посмотрим, что и как. Встречаемся на втором участке. Так, ну вот, как мы видим, уже полностью стемнело. Темень. Новое место. Не 6. Почему-то мне показалось 6, а 5 палок отдолбил, приготовил. И прежде чем начать проверку, хочу передать огромный привет Доскаливу Толику. Толик, привет. Только что с ним говорили по телефону. Я здесь на льду, на морозе, можно так сказать. А он живет в Катаре. Там жара круглый год. Солнце, жара невыносимая. Вот по телефону говорим и как будто рядом был. Так что, Толик,
Если смотришь, огромный привет. И посмотрим, удачливый ты или нет. Звонок твой с Республики Катар перед проверкой. Только-только с ним поговорили. И начинаем проверку на новом месте. Так. Здесь пусто. Здесь пусто. Тут еще так себе течение возле берега. А там, вон, аж палки колбасит. Тоже сильное течение. Но тут хоть глубина. Я так думаю, налим-то все-таки, по идее, должен быть там, где глубже. Хотя попал там, на том первом участке, возле берега. Так, здесь у нас пусто. 5 пробных палок поставил на новом месте. И что-то они пока не радуют. Ну, давай хоть налим одного хорошенького. В честь Толика Доскалиева. Осталось 2 палки, Толик. Ну, как думаешь, поймаем мы, нет? Хотел поговорить по WhatsApp, частенько бывает, общаемся, но интернета здесь у нас, к сожалению, нет, и не получится прямой эфир, так что смотри меня на Дзене. Дзен у него там есть в Катаре, узнавал, смотрит канал и ждет привета. А привет наступит не летом, а скоро. Все, последняя палка. Вот ее как колбасит здесь, течение. Ну, посмотрим, есть что-нибудь на течении, нет. Палка еще сухая. Так, нет, нету. Пусто, Толик, пусто. Ну вот, живца съел кто-то. Второго съел кто-то. Живцов поели, значит, что-то здесь было. Ну, ладненько. Значит, не на этот раз, значит, попадется в другой раз. На сегодня все. Наживляем, отпускаем. И попробуем. Взял с собой удочку, червей. Там несколько крючков я насадил червями. И здесь, пока не очень холодно, попробую отпустить короткие весенние продольники с маленькими крючками на червей. Может быть, сижок попадется. Завтра проверим. На сегодня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбак. В улове у нас 1 налим, 1 язь. Увидимся.